Призыв муэдзина в этот день звучит с минаретов новой мечети святыня имени первого президента Чечни, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, теперь главная достопримечательность израильского поселка Абу-Гош. Бесценный подарок потомкам чеченских переселенцев преподнес Рамзан Кадыров. Ответственным был назначен помощник главы Чечни, депутат Госдумы России Адам Делимханов. Строительство мечети началось 2 года назад при финансовой поддержке фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Рамзан Кадыров не раз проводил совещания и встречи по ходу строительства. Он лично контролировал возведение необычайного по своей красоте дома Всевышнего. Праздник открытия одной из самых крупных мечетей Израиля начался разрезанием красной ленты на улице имени Ахмата Хаджи Кадырова. В сопровождении 2 всадников колонна главы прибыла к самой мечети. Здесь собрались чуть ли не все жители Абу-Гоша. Колонну уже на улице встречают школьники и студенты с российскими и чеченскими флагами. По инициативе Рамзана Кадырова построены десятки мечетей в Чечне, других регионах страны и за рубежом. Сегодня чеченский лидер преподносит великолепный подарок жителям Абу-Гоша. السلام عليكم إخوتي الأعزاء من أبناء شعبي وديني أرحب بكم بتحية السلام أسأل الله تعالى أن يبارك لنا لهذا الجمع وهذه المناسبة المباركة. إيمان إسلام دوش هوكا شيخ حنسي دون بالا بوش يحيوش بيونا اللي تتخدق كيدش شو إيش نوتي خلق هوكو يدون دارات تبوز مسيرين تغن دون وينوتي شواح ويتاح ومقا شو مق بيش عندون دا دونه تاويك دونه ويوصل دواليشوش دون نوتي دواليشوش تغازامي نستغن بيه تايت شعال تايقوت مرتاح ويقومن دونه رسي جوجل خوش بقوي شيء خارج بيئل شيء باسبورت إيجت دونه هو تايت شعال دون دونه وقام كود جوجل تندل تانا هذا بعده شو ويتانا خوش كديشوش دو تانا ويدونه شو تقدر يشوش شو تقدر يشوش ويتسير دونه ناخوك كولتور بيل ويدو علم ناخو عبا كديشوش دونه ده دونه إنسى ده يتنوي دون الحمد لله بوك ومسارة دون الحمد لله ده الغاز المختار وي هوكا روشته روشتون ثم بقتوشتون هوكا لودون ميرين دون هوكا بول بصوت سنان باكم بفلسطين مفتي القدس دون هيرم كش موجال مسنا بركو ديريز غلا دون اعمد حاج دون بتش ادمي دون داخل دون نيستش تادش ادمي دون نيسون يقوش لوتش متع بصوت من العوض متع دائما ادمي دون بتخلاش دون بتلوش دون دير الغلط على الغاز قوي بول تغن دون تو دخلش بول وي اش وتعب ويقوم ودخل البنيات دونه نيزني ديل يقربانوش تغلو ماجك ليشو تغلو بلنيش يشو تغلو نوكتي دؤا ليشو تغلو روشكي ليشو تغلو دونه وداخل خزبو تدال مولا دونه ويخبارات سبيش وصل الدنيا عدوش ويغلق ويغلق ديت سبيش يلا روشي دون ديت تابيوش دون إنسي ديخر دوي دالو ماجك باندوش بط إيمان جابيش دون داخل خزبيش تابيش دنيا يغلق ودالات وبوي مسيري الله أكبر الله أكبر الله أكبر Для бараката по исламской традиции на открытии читали Коран великий муфти Иерусалима и Палестины Мухаммад Хусейн и шейх Аль-Акса Юсуф Абу Снейна приехали сегодня разделить радость своих братьев-мусульман. Сегодня здесь проходит поистине великое событие, которое объединило нас вместе. Эту мечеть построили благородные люди. Я прошу Всевышнего благословения им. Благодарю руководство Чеченской Республики, которое известно во всем мире своей щедростью. Эта мечеть еще раз тому подтверждение. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто имеет отношение к возведению святыни. Я буду просить Всевышнего, чтобы Он ниспослал им мира и благоденствия.
Сегодня, в этот великий день, мы открываем мечеть, которая объединит наши народы. Я хочу от всей души поприветствовать гостей из Чечни. Несомненно, в строительстве этой святыни приложено немалые усилия, а главное, она возводилась с чистым сердцем. Рабочие трудились и день, и ночь. Мы знаем, что человеку, построившему дом Всевышнего на земле, Аллахом уготовано большое воздаяние. Хочу от всего сердца поблагодарить главу Чечни за такое богоугодное дело. И хочу, чтобы мы все просили милости и милосердия великому человеку Ахмату Хаджи Кадырову. После официальных выступлений гостей здесь открыли мемориал имени Ахмата Хаджи Кадырова. Для создания уникальной надписи использовали специальную компьютерную программу. Первый коллективный намаз в новой мечети возглавил Мухаммад Хусейн. В этой молитве приняли участие и другие известные в исламском мире люди. После молитвы Рамзан Кадыров ответил на вопросы журналистов. Как родилась идея построить мечеть и чья была инициатива назвать улицу имени вашего отца? Ну, сами мэр и жители Абу-Гоши обратились к нам в письменном виде, чтобы мы построили мечеть, и они готовы назвать, если мы решим улицу нашего первого президента Ахмата Хаджи Кадырова. Мы, конечно, согласились, и я сам изъявил желание здесь построить мечеть. Они хотели общими усилиями. Я сказал, фонд общественного имени Ахмата Хаджи Кадырова построить мечеть здесь. Вы довольны тем, как это все сделано? И как много ли средств ушло? Это мы ради Всевышнего тратили деньги, мы не считаем эти деньги. Мы довольны очень. Красивая мечеть, и народ доволен, вы видите. И мы рады, что по воле Всевышнего мы построили дом Всевышнего в Израиле. Здесь говорят о том, что население Абу-Гоши – это коренные чеченцы. Когда вы об этом узнали? 100% коренные чеченцы, они 500 лет назад вынуждены были при Османской империи выехать, и как и в Иордании, и Сирии, и Израиль. Мы, когда они сами нашли нас, они сами вышли на нас, и мы уже, у нас уже сложились теплые наши вот, чеченские отношения. Мы отправляли сюда вот, наши танцевальные ансамбли, артистов, актеров, чтобы и их мы будем привозить домой, и наших специалистов будем отправлять сюда, чтобы они уже выучили чеченский язык. Планировал детей в Чечню? Конечно, обязательно, это наши жители, наши чеченцы. Мы рады, что они есть, мы рады, что они достойно проживают, и мы рады, что они абсолютно не создают проблемы жителей там, Израиля и руководству Израиля. При строительстве мечети специалисты учли каждую деталь. Здесь есть все необходимое и даже больше. От лифта до пандусов и автостоянки на 100 мест. В самой святыне одновременно смогут молиться до 3000 верующих, в том числе и женщины. Мечеть имени Ахмата Хаджи Кадырова включает несколько уникальных элементов. Так, например, входные двери выполнены подобно знаменитому минбару Ас-Саладина в мечети Аль-Акса. В них нет ни одного гвоздя. А у входа на территорию мечети построены две уникальные арки, напоминающие традиционные чеченские башни. Над арабской росписью внутри мечети трудились турецкие мастера. Искусство такого оформления передается из поколения в поколение. Михраб мечети выполнен в том же стиле, что и в сердце Чечни. Впрочем, влияние османской архитектуры заметно и в других деталях. При возведении мечети в Абу-Гош специалисты больше всего позаботились об удобстве молящихся, в том числе и людей с ограниченными физическими возможностями. Эта мечеть олицетворяет собой контраст между прошлым и настоящим в архитектурном плане и сделана по последнему слову техники. У нас, арабов, есть такая пословица: «Не все то золото, что блестит». Однако здесь все обстоит совершенно иначе, так как многие декорации имеют золотое покрытие. Милости просим, ваш второй дом, Абу-Гош. В первую очередь хочу воздать хвалу Господу миров за милость, которую Он проявил к нам. На протяжении сотни лет здесь не было мечети с женским отсеком. Затем хотелось бы поблагодарить каждого жителя Абу-Гоша, внесшего в это дело свою лепту, и отдельно выразить огромную благодарность руководству Чеченской Республики за их колоссальный вклад. Улица, на которой находится мечеть, изменилась до неузнаваемости. Здесь асфальтировали все 1,5 километра дороги и выложили брусчатку, а также построили новые ограды. Нам пришлось, говорит, асфальт, брусчатку, бордюры, все, говорит, ограждения, стены, все это пришлось заново, все новое. До этого дня мусульмане Абу-Гоша молились в небольшой мечети. Пятничную молитву многим приходилось совершать прямо на улице. В новое же место для верующих более чем достаточно. Созданы условия даже для обучения исламской науке. В ночное время мечеть имени Ахмата Хаджи Кадырова видна на многие километры вокруг. Следуя арабским традициям, верхушки минаретов освещены зеленым светом, работающим от солнечных лучей. Во дворе мечети оливковые деревья, они тоже освещаются разноцветными лампами. Магомед Езидов, Халид Мавсаев, Джамал Хаджалиев. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.